Вице-президент Виталий Габня поделился впечатлениями о поездке в Нагорный Карабах. Он отметил, что поражен увиденным. Интересна архитектура, отсутствие признаков войны. Удивили абхазов в Карабахе и больницы со школами. Из хай-тека большой целый комплекс с подготовленным материалом по последнему слову техники. Также ровно такой же была и детская больница, и школы были все как на один загляденье. Причем на вопросы, откуда у республики такие возможности, конечно, им можно белой завистью позавидовать их диаспоральным связям, где за каждым изданием закреплен бизнесмен, который реально на свои деньги, не складчину, а именно на свои деньги, каждый в отдельности объект поднимает. За 25 лет Нагорный Карабах проделал сложнейший путь, перенес 2 войны. Однако, несмотря на все трудности, продолжает динамично развиваться, стремясь к широкому международному признанию. Как же удалось маленькой республике численностью около 147 тысяч человек добиться таких результатов, поднять экономику страны, промышленный потенциал и социальную сферу? Нагорный Карабах находится в сложной политической и геополитической обстановке, но нам есть чему у них учиться, отметил Виталий Габня. Журналисты интересовались деталями нашумевшей встречи нашей делегации с президентом Армении. Впоследствии СМИ Грузии назвали ее антигрузинским демаршем Сержа Саргсяна. Абхазская делегация приняла участие в торжественном приеме от президента НКР Баако Саакяна по случаю 25-летия со дня образования республики. Именно там состоялась встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном. Исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором Габня стоит напротив Сержа Саргсяна, что вызвало негодование в Грузии. И власти страны потребовали разъяснения от армянской стороны. Грузинские журналисты, которые там пару человек оказались у меня в друзьях, они, видимо, предложили прокомментировать данную фотографию некоторым политическим деятелям грузинским. А вы, как понимаете, у них сейчас выборы близятся, и в преддверии выборов те или иные политики это интерпретировали, значит, на свой лад, с привнесением туда фантазии. Вот вся эта ситуация, особенно маниакальное преследование всех любых международных контактов в Абхазии, вызывает недоумение. По словам Виталия Габни, официальный Ереван опровергает слухи о встрече. И мы понимаем, в каком положении находится Армения, сказал вице-президент. Виталий Габни назвал действия грузинской стороны театром абсурда. Мы же понимаем со своей стороны, в каком сложном положении находится Армения, когда окружена недружественными странами, когда с одной стороны Азербайджан в состоянии войны, с другой Турция, и Грузия является единственной дорогой коммуникации с привязкой к порту Поти на Черном море. И в этой связи официальный Ереван, конечно, вынужден терпеть всякого рода замечания по делу и без от грузинской стороны. За 3 дня пребывания в Карабахе было множество встреч со всем политическим руководством республики. Были обсуждены возможные формы сотрудничества для дальнейшего развития и укрепления отношений с народом Арцаха. Виталий Габни отметил, что вопреки всему наши контакты будут расширяться. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.